поступил вопрос. Диана, какое впечатление произвел лично на вас Михаил Ефимович? Ну, во-первых, спасибо всем за отзывы, и особенно за видео, которое вы сделали, очень нам понравилось. Так, сначала сейчас отвечу вот Александру Гавриловичу про колхозы и совхозы. Нет, это как бы было сделано, это не подтекст, это как раз-таки было сделано для того, что это практически единственная критика, которая встречается на просторах интернета в адрес Михаила Ефимовича, и это как раз-таки сделано для того, чтобы он ответил на этот вопрос, и он это и сделал. Я думаю, что всем это, как Иван Петрович Пономарев сказал, это всем как бы все поняли, что это не развал, как бы, что это не его вина и так далее. Да? В общем, его взгляд и его политику в отношении совхозов он достаточно подробно и прямо объяснил. Вот. Что касается вопроса, ну, конечно же, я вообще изначально, у меня было очень такое глубокое уважение к Михаилу Ефимовичу. Да? Мое детство прошло в 90-х годах, и поэтому я все это прекрасно помню, как открывались первые игры «Дети Азии» в 96-м году. Мои одноклассники там участвовали. Для нас это вообще было что-то невероятное, очень большой праздник такой был. Там еще группа Бонни М приезжала. Это вообще супер было невероятно для такого маленького, крохотного северного городка провинциального в России, что приезжает такая группа с мировым именем. И кроме того, что собираются все страны вот, Азиатско-Тихоокеанского региона к нам на игры детей 90-х годов. Вот, поэтому я как бы изначально вот у меня было такое очень большое уважение, да, к Михаилу Ефимовичу, и вот как сказал Иван Петрович Пономарев, что нам очень повезло, что у нас во главе республики в такое непростое время, вообще в любое время, если бы был Михаил Ефимович, то я думаю, он бы то же самое сделал бы для нас, для нашего народа, да, вот, потому что можно же сидеть просто так, например, да, там, я не знаю, делать какие-то такие вот простые вещи там в управлении республики, да, а можно сидеть и делать, создавать департамент по подготовке, расстановке, прогнозированию кадров, да, чтобы дети учились в центральных вузах нашей страны за счет республики. Можно делать «Дети Азии», как вот сказал Михаил Ефимович, для чего он их создал? Для того, чтобы показать своему народу, как мы выглядим на мировом уровне. Потому что если мы будем жить по российским стандартам, то мы ни к чему не придем. Мы должны стремиться всегда к чему-то большему. И вот мое впечатление, которое вот в этот раз у меня произвел Михаил Ефимович, что мы до сих пор не можем оценить вообще масштаб его видения. Он думает вообще совершенно другими категориями. Вот, например, вопрос про музыку, который я у него спросила. Да, слушаете ли вы якутскую эстраду? Я, например, слушаю, мне вообще очень нравится, как бы я этим довольна. Но нет, Михаил Ефимович был бы не Михаил Ефимовичем, если бы ему этого было недостаточно. И он сказал, что этого мало. Мы должны сейчас воспитывать композиторов, которые способны создавать оперы. Это совершенно иной уровень развития, гораздо более качественный и высший. И вот Михаил Ефимович во всем, его это во всем. И то, что мы сейчас видим, как много якутян живут за рубежом, учатся там, это все, я считаю, что это прямая политика вот Михаила Ефимовича. Сама я училась через департамент тоже, как я говорила в конце интервью, да. И смотрите, то, что это не только якутские дети учились, да, ну я имею в виду этнические саха, но просто якутяне. Я закончила 10-ю школу, у меня все одноклассники русские были, и многие из них также через департамент поступили в центральные вузы России, и мы все там учились, и многие-многие ребята, наши однокурсники, одногруппники в этих университетах завидовали, поражались вообще тому, что у нас в республике существует вот такой департамент, который мало того, что оплачивает учебу, еще оплачивает проезд, проживание, еще и платят стипендию. Вот тогда вот стипендию получали мои одногруппники, которые учились за федеральный счет, у них там стипендия была 300 рублей, а у нас было 1600. И ну, просто это было что-то невероятное. Вообще у ребят из других регионов это просто не укладывалось в голове, и они, конечно, вот все сожалели, что в их республиках, в их регионах такого нет. Поэтому вот
Михаил Ефимович, конечно, для нашего народа это очень великий человек. И надеюсь, что из нашего интервью это понятно. Будет еще один фильм, где еще более доступно и понятно будет раскрыта вся его деятельность и заслуги.